Сегодня в Народном собрании состоялся ежегодный отчет регионального правительства. Премьер-министр Владимир Сластенин представил итоги деятельности и социально-экономического развития республики за прошедший год. В пленарном заседании, в рамках которого состоялся отчет Кабмина, приняли участие депутаты и все руководители министерств и ведомств. Как отметил в своем телеграм-канале Махмуд Али Калиматов, несмотря на сложные политические условия в стране, властям удалось достойно пройти 2023 год, сохраняя экономическую и социальную стабильность. На развитие республики в прошлом году из федерального и регионального бюджетов выделено 19 миллиардов 100 миллионов рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии во всех категориях хозяйств в прошлом году составил 20 миллиардов 500 миллионов рублей. Под урожай 2023 года произведен сев сельскохозяйственных культур на площади более 70 тысяч гектаров. В прошлом году было собрано 175 тысяч тонн зерна, что на 28 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. Численность крупного рогатого скота в 2023 году составила 74 тысячи голов. Общий объем экспорта продукции АПК по итогам прошлого года составил 83 900 тонн на общую сумму 24,5 миллиона долларов США. В 2023 году в рамках нацпроектов и госпрограмм в Ингушетии строились 64 объекта, из которых в эксплуатацию введено 46. На строительство было выделено 8 миллиардов 900 миллионов рублей. Также в прошлом году благоустроено 22 общественные территории. В этом году планируется облагородить 20 территорий. Всего с 2019 года по данному проекту благоустроено 170 общественных зон. В рамках ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства, представленного депутатом парламента, премьер-министр Республики Владимир Сластенин озвучил итоги работы в сфере туризма за 2023 год. Турпоток увеличился до 115 тысяч человек. В период новогодних праздников республику посетили 4,5 тысячи туристов. В горах Ингушетии в 2024 году завершится строительство 70 модульных некапитальных средств размещения. Также в рамках госпрограммы развития туризма в регионе обустроены туристические объекты. Ингушетия на 4-м месте в России по темпам роста индекса промпроизводства. За прошлый год он вырос на 17,1%. Сектор активно развивается. За счет превентивных мер, принятых властями, удалось реанимировать простаивающие предприятия. Реализован инвестпроект по строительству завода алюминиевых сплавов «Реал». Реанимировали простаивающий комбинат детского питания, строится подстанция «Тихая» для обеспечения нужд агрокомбината «Сунжа». Объем производства продукции сельского хозяйства составил более 20 миллиардов рублей. Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту о ситуации с подготовкой медперсонала. В 2024 году количество бюджетных мест в медвузах превысило 34 тысячи. В первую очередь места распределяют в вузы регионов, где наблюдается дефицит врачей. Также в этом году квота целевого приема на лечебные специальности составляет 76% от всех бюджетных мест, а в ординатуре все места по 54 самым востребованным специальностям целевые. Используется механизм предуниверситетского медицинских классов. Министр также отметил высокую успеваемость студентов, ранее прошедших такую подготовку. На медицинские специальности в 410 средних образовательных организациях в 2023 году поступили почти 140 тысяч первокурсников. Из них 70% – бюджетники. Сегодня герою России Алихану Калиматову исполнилось бы 55 лет. Он посвятил себя бескомпромиссной и последовательной борьбе с бандитами. Не терпел беспорядка во всем. Был исключительным патриотом. Всегда и во всем поступал по совести. С 2000 года был сотрудником управления ФСБ России по Самарской области. Получил высшее юридическое образование. Нес службу в горячих точках. В 2002 году для дальнейшего прохождения службы был переведен в Москву. В 2006 был представлен к награде Орден Мужества, а спустя год, в 2007 году, около 5 часов вечера его машина была обстреляна. От полученных травм Калиматов скончался в больнице. Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу Алихану Калиматову было присвоено звание Героя России посмертно.
В Ингушетии продолжается ремонт дорог, проходящих по сельским территориям. В дорожно-строительном сезоне текущего года досрочно завершен второй этап ремонта автодороги Зязиков-Юрт-Вознесеновская-Моздок протяженностью 5 километров. На стадии завершения реконструкция автодороги Кавказ-Назрань-Молгобек-Нижний Курб-Терек протяженностью 4 километра 750 метров. На данный момент подрядчик завершает установку опор освещения и дорожных знаков. Сдать в эксплуатацию дорогу планируют в мае текущего года. В текущем году в республике по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние приведут 28 километров автодорог. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить ответственность для пользователей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения. В числе таких нарушений – оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования об остановке, управление средством индивидуальной мобильности в состоянии опьянения и отказа от прохождения медосвидетельствования. В Госдуме предложили распространить наказание за мародерство на чрезвычайные ситуации. Согласно законопроекту, такие преступления будут квалифицироваться как совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, либо в условиях ЧС. Кроме того, документом предлагается увеличить наказание за мародерство с 6 до 7 лет лишения свободы. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Он проходит под девизом «Сохраним нашу историческую родину». Дата установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечения внимания общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения. В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. В Ингушетии более 1000 архитектурных памятников Средневековья, которые в основном сосредоточены в Джейрахском районе. Более 120 из них включены в единый реестр объектов культурного наследия народов России и имеют все шансы войти в список всемирного наследия ЮНЕСКо. На равнине Ингушетии также имеются свои исторические ценности. Это мемориал памяти и славы, а также 100-метровая башня Согласия в столице республики.